По уже сложившейся традиции спортсмены бойцовского клуба «Эскор» продолжают радовать республику своими яркими выступлениями на различных турнирах. На этот раз спортивную копилку республики новыми медалями пополнили сразу несколько спортсменов на турнирах по смешанным единоборствам и грэпплингу. Адам Шибилов участвовал в турнире не в первый раз. На первенстве окружного масштаба в общей сложности наш боец провел несколько поединков против очень сильных бойцов. Целеустремленность и желание подняться на высшую ступень пьедестала почета помогли Адаму отобраться на первенство России по панкратиону. Последние соревнования у меня были СКФО по панкратиону, они проходили в Черкесске. Провел 2 схватки, выиграл досрочно. Третья схватка не состоялась, так как финалист был травмирован, мой абонент, и он снялся. И мне досталось первое место. По воле Всевышнего я одержал победу над 2 соперниками. Я доволен своим результатом. Готовился, так особых тренировок не было. Готовился в своем зале. Назир очень хорошо подготавливает нас, подготавливает ко всем соревнованиям одинаково. А если проходит там борьба или если соревнование идет не в стойке, а в борьбе, то уже индивидуальная тренировка связана с борьбой проходим. Да, я участвую во всех любительских соревнованиях, так как каждое соревнование ты набираешься больше опыта, и каждый опыт по-своему важен, каждое соревнование по-своему важны. И ты совершенствуешься в разных, то стойке, то в партере. Травм пока что нет, алхамдулилlah. Сейчас, 12 апреля, у меня должны проходить соревнования по панкратиону, в России уже, с России по панкратиону. Готовимся, посмотрим, что будет. Все на воле Аллаха. Я бы хотел перейти в профессиональный ММА, М1, то дальше посмотрим, как карта ляжет, так говорится. Еще одну яркую победу одержал Адам Хадзиев. На соревнованиях такого уровня наш спортсмен давно не дебютант. В рамках первенства Адаму пришлось бороться с очень опытными и сильными спортсменами. Но все эти сложности не помешали ему пройти отбор на первенство уже всероссийского масштаба. Готовился диктатора соревнования СКФО талс панкратион. Шимбой ахкаяци лавова первый бой, Кохтуанурсу, второй бой дискурсию Турцию за выход за Каберванда ЦАЦ. Россия отобраться Бираска. Кешник гусан далане Россия самый важный соревнование. Деньги оптизин орс до конца до ухуш. Отобраться на Россию. Отвал уже 12 апреля далане. Дука ударка акцентуаз, защита от борьбы и жусаханс. Именно за гильотин банс, дискурсию Турция санзала уже на ЦАЦ макарам вач сразу ахпацашти. Замечательно актуально. Защита от борьбы и дука акцент на ударку юкас. Руслан Белхароев старается принимать участие во всех любительских турнирах по смешанным единоборствам, но на чемпионате ФСФ Руслан был дебютантом. Полная самоотдача, цель выиграть любой ценой и, конечно, уверенное выступление во всех схватках помогли нашему бойцу занять первое место и выиграть пояс чемпионов в своей весовой категории. Последнего соревнования Кисловодских Аниса, международный турнир Эрз, полноконтактный рукопашный бой. Всегда говорим, что первый орсо. В финале сезали кенкцан кача цухай орсон. За финал херичен цайный бой хорсе, сидик бой хорсе. За еще я дал говорим, цайный финал ливиан финале сезали кенку хайен первый махт хорсе. Готовится до реальности. Да, именно турнир алат верчил, до кайрсу, цашуал травм хан усаурсу циглатсулатыш.
Hans ehtu bene qiyol senwajni sener царцам Панкратион имма Войцк республикш тикцу дышти гохаурс тиглатян важный жояк безм болжорс международный мастер выполнитян тиготтуан далат занешт да травм sayolжил травмил жесен хати тренировки ус қаяқш мишадет уже крупный датас подготовки жус ирин сейрин тренировки аш тренировки оза охс назир оче основном все тренер ценю, остановок назир цени. Соревнование, любое соревнование, там вот себе яхтсон, любительский духалет, сам бы соревнование халижит, вот густ даландали. А так профессиональный бой, холч, игл, жуст, любое время кичус даландали. Сейн цаш, сакердом холсун спорта, сей Аллаху дигар, эхту бэнер хазд, уж кашт ермдиян, хамдах сейн, безм баш, сей ваште долж, лагем он хоч густ. Также часто своими триумфальными победами радуют и начинающие бойцы клуба. Для этих ребят региональные соревнования – это прекрасная возможность набраться опыта и отобраться на более крупные турниры. Последний раз у нас летался международный первый раз 6 схваток соперник, Ахалбар, ну Диклоч был соперник. В будущем мала цель начала готовиться на что? Готовиться до гриплинга, кубок защиты готовить, готовиться до жуса. А в дальнейшем чемпион мира. English летался Сунджи, 6 схваток Халбар соперник. Второй бой, это СКФ лужу стал янды. Готовится мужского соревнования, вот для мужских зале атмосферы. زال تريلو دكتور حيقش اسكو كوحتنا تغرسيد بزم بس رسيلك بزم بس. Чемпионат ФСФ по смешанным единоборствам, первенство СКФО по Панкратиону, всероссийский турнир по грэпплингу. На всех этих состязаниях спортсмены бойцовского клуба «Эскор» показали внушительные результаты, что, безусловно, не может не радовать тренерский штаб. За последние 2 месяца мы участвовали на 2 турнирах. Один был международный турнир по полноконтактному рукопашному бою. Там мы привезли 7 призовых мест, 2 чемпиона и остальные призеры. И по комплексному единоборству мы выступили на всероссийском турнире. Там мы защищали свой кубок переходящий. У нас в прошлом году мы его выиграли, и в этом году мы подтвердили. Основной состав у нас сейчас некоторые травмированы, некоторые просто отдыхают, готовятся. И сейчас у нас будет 30 числа. Нам надо будет еще один кубок защитить. У нас главный судебный пристав разыграл в прошлом году кубок общекомандный, переходящий. И этот кубок сейчас у нас в этом году нам, вот сейчас 30 числа, надо его защитить. Назир, на твой взгляд, насколько важны любительские турниры для начинающих бойцов? Если говорить в целом, доволен ли ты последним результатом? Любительские турниры важны не только начинающим бойцам. Любительские турниры и уже для тертых профессионалов тоже важны, чтобы не застаиваться, не заржаветь. Они обязательно, потому что профессиональные бои их, бывает 2-3 боя в год. Остальное все время они выступают на любительских турнирах. Результатами в принципе доволен. Нельзя сказать, что недоволен, потому что все задачи, которые были поставлены перед бойцами, они выполнили. Такое успешное выступление и внушительные результаты для клуба стали уже доброй традицией. Участие в соревнованиях – это еще и прекрасная возможность получить большой багаж опыта. Соревнования позади, а значит самое время, чтобы вернуться к тренировкам и начать усиленную подготовку к следующим стартам. Сначала ударили на лоу-кик. Второй раз, когда убьете, он поднимает ногу. Только он показал ногу, вы показали лоу-кик. Раз, два. 2 удара пробили. Сколько отбери левого. Сколько отбери. Отошли чуть назад. После второго удара. Вот, отошли. Упор вообще у нас в данный момент идет на борьбу. Ударную технику мы пока минимизировали. В неделю мы проводим только 1 тренировку по ударной технике, чтобы окончательно не забросить. А так мы готовимся к борьбе, потому что у нас русский грэпплинг будет, и мы готовимся именно к этому турниру. Вот на данный момент насколько готовы наши спортсмены и какие
соревнования впереди, помимо грэпплинга? Они, в принципе, готовы все. Сейчас уже весогонка началась, и они готовятся уже они готовятся сделать вес. А так, в принципе, они уже готовы. И после этого турнира у нас 2 бойца готовятся на чемпионат России по панкратиону. Это у нас в Липецке будет. И дальше уже будем смотреть. Пока дальше планы мы пока не строим. Задачи всегда одни и те же. Побеждать на любых турнирах. У нас нету вот этой гордыни где-то выступать, дома не выступать, на республике не выступать. Мы выступаем везде. В принципе, выступаем везде. И у нас даже Белхароев Руслан, который уже, можно сказать, один из лучших легковесов республики, он выступает даже на чемпионате республики. Он выступает везде. Поэтому у нас нету вот я профессионал, я здесь не выступаю, там не. Мы выступаем везде. В зале присутствует жесткая конкуренция. Каждый из ребят старается выкладываться во время тренировки и доказать тренеру, что готовы выступить на самых серьезных турнирах. Даже во время упражнений спортсмены выжимают из себя все силы. Пять раз в неделю ребята оттачивают все нужные аспекты в смешанных единоборствах. На этой же тренировке бойцы заняты улучшением стойки. Первый этап тренировочного процесса – это выполнение различных упражнений, отработка комбинаций и, конечно же, бой с тенью. Ну а после небольшой передышки тренировка продолжается в партере. ММА с каждым днем набирает все большую популярность среди ингушской молодежи. Бойцовские залы республики переполнены желающими добиться высоких результатов и стать чемпионами различных промоушенов.